bäğrem, bulmadur yaş bullarım. Bakşanın bir düşmanında men oturdum, tınladım da men eriksiz yaşligimni uyladım men yaşligimni sen sazınla oynadım. Kaygılı günüm dalında yankıradı kallarım, yankıradı kanlı kıllar, sen sazınla oynadım. Şınlagan şu kıllarımday bir öttü yıllarım, öttü aylar, öttü yıllar, düzmedim men yıllarım. Öttü aylar, öttü yıllar, sen sazınla oynadım. Здравствуйте, дорогие друзья, любители поэзии. Исамисис дуслар. Ассалам алейкум. Азиатское население. Ассалам алейкум. Разрешите открыть вечер ирано-таджикской поэзии и основоположника татарской поэзии Габдуллы Тукая. И сразу же я хочу сказать, что на следующий год у нас 26 апреля будет праздноваться 125-летие Габдуллы Тукая. И вот в связи с этим, что весь Татарстан, ну и естественно и мы, московские татары, решили уже загодя готовиться к этой юбилейной дате. Ну и первое мероприятие мы провели здесь Есенин и Тукай. Многие присутствовали на этом вечере. Вот это второе наше мероприятие, посвященное Тукаю. Но дело в том, что ирано-таджикская поэзия и Тукай, они очень близки. Об этом скажет и Хуршида Давроновна, председатель Таджикского культурного центра и автономии города Москвы. Поэтому больше, чем я, она знает о таджикской поэзии. Это 100%. Но мы проведем этот вечер сегодня, как бы перемешивая и Тукая, татарского нашего, так сказать, поэта, и ирано-таджикских поэтов. Но прежде чем приступить к этому вечеру, решите вам представить наших почетных гостей. Народная артистка СССР, России, лауреат государственных премий, композитор Людмила Алексеевна Лядова. Поэтесса, лауреат государственных премий, имеет, так сказать, является лауреатом международной премии имени Шолохова, премии имени Есенина, имени Твардовского и в том числе автор гимна Республики Туркменистан Людмила Васильевна Щипакина. С ними также прибыли очень знаменитые, очень, но их представят, значит, и Людмила Алексеевна представит, когда дадите слово, а вы представите свои подруги. Прежде чем начать сам наш вечер, я хочу коротко сказать, или вы сначала скажете.
Да? Или сначала назову всех поэтов здесь, да, а потом вот приготовили мы портреты великих персидских, таджикских поэтов, ну, к которым я причисляю и Алишера Наваи, он писал на фарси, но узбекский народ считает его только своим. Вот. Но, тем не менее, он писал на фарси, и мы тоже его причисляем к классикам мировой восточной поэзии. Ну, а Габдулла Тукай в честь всех, и его в том числе, мы и собрались. Это великий татарский поэт. Пойдемте, пройдемся по всем этим поэтам очень кратко. Я даже не буду их стихи сейчас читать, мы попозже будем их читать. Просто перечислить. Начиная с 783 года, когда родился Муса аль-Хорезми. Мухаммад бен Муса аль-Хорезми – это великий среднеазиатский ученый, астроном, географ, основатель арифметики и алгебры, и термин «алгоритм», широко используемый в настоящее время, образован от имени аль-Хорезми. И основополагающие трактаты по арифметике, алгебре, книга о восстановлении противопоставлений, Китаб аль-Джаб валь-Мукабала оказали большое влияние на развитие математики в Западной Европе. Я не нашел его поэтического продолжения, но, видимо, это ученый, но он достоин того, чтобы с него мы начинали. Он самый старший. Кстати, я вот вчера, значит, видите, тут тысячелетие, да, между нами, да. Вчера поздравлял с днем рождения Рената Ибрагимова. Ему 63 года исполнилось, да. Я говорю: Ренат, я вас поздравляю с днем рождения, 63 года. Это большой срок? Да нет, нет, небольшой. Я говорю: ну вы знаете, что сегодня исполнилось 970 лет со дня рождения Омара Хайяма. Он мне говорит: не может быть. Я говорю: как не может быть? Пожалуйста, вот портрет, вот энциклопедия. Да! Как быстро время летит. Далее пошли. Абу Наср Фараби, 873 год. Это тоже среднеазиатский философ, ученый-энциклопедист, внес большой вклад в мировую культуру, и с именем Фараби связаны многие научные достижения средних веков и развитие прогрессивной общественно-философской мысли в странах Ближнего и Среднего Востока. Основные его произведения, сочинения, это «Гемма премудрости», трактат о классификации наук, трактат о взглядах жителей добродетельного города. А в странах Востока его называют второй учитель и Аристотель Востока. Ну, а вот этот портрет, я вот так сейчас вам покажу, Абу Али ибн Сина. Я хотел сказать, как в Узбекистане написали, а эти три портрета я с Узбекистана привез, кстати. Да? Других там не было, потому что все раскупили. А вот эти три портрета купил. Они все говорят, что надо говорить Сино. А мне здесь историки говорят, что это Сина. Я не могу пока твердо утверждать, Сина или Сино. Но тем не менее, настоящее имя его Хусаин. Родился в кишлаке Афшона близ Бухары. Великий мыслитель-энциклопедист, автор множества трудов в области медицины, философии, естественных наук, литературы. В Европе известен под именем Авиценна. Основные философские сочинения – книга исцеления, книга указаний и наставлений и канон врачебной науки. Кстати, мне вот сидящие здесь друзья из Википедии даже скачали стихи его. Хотя вот узбеки почему-то не хотят его назвать поэтом. Ну, это их право, наверное. Далее. Рудаки. Абу Абдаллах Рудаки, 860 год рождения. Таджикский и персидский поэт. Основатель персидско-таджикской литературы. Родоначальник поэзии на фарси. Рано прославился как певец и музыкант рапсодий.
свыше 40 лет возглавлял плеяду поэтов при дворе саманидских правителей Бухары. Из литературного наследия Рудаки дошла до нас лишь 1002 стишей, около 40 четверостишей Рубаи. Целиком сохранились касыда, мать вина, и автобиографическая касыда «Жалоба на старость». Ну, я был в Таджикистане, был в Душанбе. Главная улица сейчас в Душанбе названа именем Рудаки. Так же, как, допустим, узбекский народ гордится и считает после Анны Тимура Алишера Наваи своим самым лучшим и великим человеком, так и в Таджикистане Рудаки – это один из самых дорогих людей. Фирдауси. Есть еще Фараби. А где же я пропустил его? Нет, рассказал. Уже рассказал. Фирдауси Абуль Касем, 935 года рождения. Персидский и таджикский поэт. Автор эпопеи Шахнаме, книги о царе. Поэмы Юсуф и Зулейха. Мусульманское духовенство, считавшее Фирдауси еретиком, запретило хоронить его на мусульманском кладбище. Тело поэта было предано земле в его саду. Селение Бадж, близ города Туса. Это в Иране. Ну и Омар Хайям, всем известный, самый известный в мире поэт. Полное его имя Гиясаддин Абу Фатх Омар ибн Ибрагим аль-Хайям, Нишапури. Выдающийся таджикско-персидский поэт, математик, астроном, астролог, философ. Вот посмотрите, какие у него есть. Я на Хайяме хочу одно четверостишье его прочесть вам. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых дум под колесом лазурным сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым? И так далее. У него очень много интересных рубаи, четверостишей. Я попозже, если будет время, их прочту. Переходим. Я к Тукаю обращусь попозже. А вот сначала Низами Ганджеви. Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф. Неправильно. Неправильно, да? Исправьте меня. Шейх Низами Ильяс ибн Юсуф Генджави. Ну, значит, где-то написали, я ж не сам, где-то написали неправильно. С вами согласен, потому что я знаю, что вы в этом вопросе большой специалист. Так вот, это азербайджанский поэт и мыслитель. Основные сочинения: «Сокровищница тайн», «Хасров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искандер Наме». Поэзия Низами Ганджави оказала влияние на литературы всего Ближнего и Среднего Востока. Ну и один из самых моих любимых поэтов – Саади. Мушрифиддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Шейх Ширазский, персидский мыслитель, поэт-моралист, воспевая наслаждение жизнью, Божью благодать, милость сильных, и свыше 20 лет странствовал в одежде дервиша. Ну вот, я, например, могу сразу прочитать вам стихотворение Сергея Есенина, которое так и называется. «Ты сказала, что Саади целовал лишь только в грудь. Подожди ты, Бога ради, научусь когда-нибудь. Ты пропела за Ефратом розы лучше смертных дев. Если был бы я богатым, то сложил другой напев. Я подрезал розы эти, чтобы... Ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете лучше милой Шагане. И не мучь меня заветом, у меня заветов нет. Коль родился я поэтом,
то целую как поэт. Вот это Саади. Руми Джалаледдин, персоязычный поэт суфи, или суфи, как правильно? Суфи. Да, суфи. Лирические диваны и суфийско-философские трактаты, поэма Месневи и Манави содержат толкование основных положений суфизма. Кстати говоря, это не касается этого вечера, но моя дочь закончила педагогический университет здесь, в Москве, имени Крупской тогда. Сейчас не знаю, тоже Крупская, да? Вот. И она увлеклась одно время, уже студенткой, всеми религиями. И почему-то остановилась на суфизме. Но через годы она уже, как говорится, не стала придерживаться суфистского направления. Хафиз. Шемс эд-Дин Мугаммед, персидский поэт, мастер газели, проникнут жизнелюбивыми и бунтарскими мотивами. Джами Абдурахман, Ибн, а дальше я не знаю, почему-то там многоточие идет. Уже 1414 год. Это персидский и таджикский поэт и философ суфий опять. То есть, видите, видимо, очень серьезное было направление суфизма. Ну и, наконец, Алишер Наваи. Низам-ад-Дин Мир Алишер. Наваи – это его псевдоним. Переводится Наваи мелодичный. Выдающийся поэт Востока, философ суфийского направления, государственный деятель тимуридского Хорасана. Писал на языке фарси и на литературном чагатайском, это старотурецком языке, на развитие которого оказал заметное влияние. Его творчество дало мощный стимул эволюции литературы на тюркских языках, в особенности чагатайской, и воспринявшей ее традиции узбекской. Вот, пожалуй, я перечислил, многих, давайте так говорить, потому что есть еще очень много других поэтов, но менее известных в средние века, но, видимо, на всех остановиться нет никакого смысла. О Тукае я остановлюсь после того, как у нас выступит представитель таджикской национально-культурной автономии города Москвы Хуршида Давроновна Абракулова. Вам слово. Дорогие друзья, добрый день еще раз. Сегодня я считаю такой довольно любопытный вечер у нас. Первое наше такое совместное творчество культурное с Татарским культурным центром. Два ТКЦ каким-то непостижимым образом соединились. Я вижу, что Татарский культурный центр обозначает себя именно этой аббревиатурой. Мы 15 лет уже именно этой аббревиатурой обозначаем свою собственную организацию. Почти 15 лет существуем, и, в общем-то, за эти годы на культурном пространстве Москвы нас узнали именно благодаря нашим вечерам. И особенно одному проекту, который Таджикский культурный центр сделал проектом общемосковским. Это проект Навруза, который 5 лет праздновался в Москве как общегородской праздник при стечении огромного числа зрителей от 3 до 10 тысяч и при участии не менее чем 15, а то иногда 18 национальных диаспор Москвы. Не только тех, для которых Навруз является национальным праздником, но и тех, кто приходил на Навруз со своими музыкальными подарками национальной диаспоры, которые хотели принимать участие и принимали участие в московском Наврузе. И этот праздник, я очень надеюсь, что он будет продолжаться. И я думаю, что не в последнюю очередь благодаря именно нашим усилиям всего многонационального сообщества Москвы, Навруз, как вы помните, в этом году был признан культурным достоянием человечества. ЮНЕСКО признала именно так его. И если в таком громадном мегаполисе, как Москва, он празднуется как
многонациональный общегородской праздник, значит, в этом есть какой-то смысл. Когда подали, я думаю, что это тоже учитывалось. Сегодня тема нашей встречи уже была обозначена. Таджикско-персидская поэзия и Габдулла Тукай. Ну, вот не случайно Ахад Газизович, говоря о поэтах самого большого уровня, персидских, ирано-таджикских поэтах большого уровня, среди них назвал и Низами, и Алишера Наваи. Дело в том, что Низами был назван азербайджанским поэтом в советское время, а Наваи начинал как поэт. Про Низами могу сказать, что ни одной строки у него не написано на другом языке, кроме персидского языка. И хотя в Азербайджане, в Баку есть институт низамиведения, они сначала переводят на азербайджанский язык его, понимаете? Но, тем не менее, он родился в Гемдже, то есть на территории нынешнего Азербайджана, хотя тогда, когда жил Низами, это была территория, конечно, большого, великого иранского государства. Не надо забывать об этом, и надо к личности любого художника подходить, конечно, исторически. Что касается Наваи, он начинал свою поэтическую деятельность именно как персидский поэт, потому что 600 его первых стихотворных произведений было написано на фарси. Но потом он перешел на тюркский язык и стал родоначальником и основоположником поэзии на тюркском языке. Он был, конечно, в то время общетюркским, в принципе, языком. Я думаю, что и татары его тогда могли прочитать без переводчиков, и казахи, и киргизы. Но я думаю, что это закономерно, что именно Наваи стал символом, так сказать, узбекской поэзии, узбекской литературы, поскольку в основу того литературного языка, которым сегодня пользуются узбеки, все-таки лег язык Наваи. Мне хочется несколько слов сказать вот в таком замечательном контексте сегодня, в такой хорошей компании поэтической. Мы сегодня видим и Габдуллу Тукая, поэтов, которые пробили толщу тысячелетия и более чем тысячелетия, потому что поэзия Рудаки и некоторых его предшественников уже насчитывает 1150 и более лет. И если такую толщу времени пробивает поэзия, это означает только одно. Человек, создавший такие поэтические произведения, бессмертен. Бессмертен. И не случайно Гёте говорил о том, что персы из множества своих великих придирчиво отобрали только 7, хотя среди тех, кого они забраковали, есть поэты похлеще меня. Действительно, поэзия персидская, мы говорим иногда ирано-таджикская, и это правильно, потому что и то название правильно, и это название правильное, потому что литературный язык, на котором говорим, сегодня и мы, таджики, то есть восточные иранцы, и персы, то есть западные иранцы, он до сих пор, вот со времен Рудаки, родоначальника и основоположника литературного фарси, остался нашим единым языком. Мы и сегодня, конечно, скажем так, образованный человек легко прочитает и поймет и поэзию Рудаки, и поэзию поэтов его поколения, и Фердауси, и всех других поэтов, которые сегодня здесь были названы. И более того, и среди народа многие эти поэтические шедевры распространены. Таджики вообще люди очень тонко чувствующие поэзию. И в этой связи мне хочется сказать, что, может быть, потому что язык наш необыкновенно приспособлен к мелодии стиха. Я в связи с этим вспоминаю одну маленькую такую быль. Она произошла с Мумином Хадаматом, который пригласил к себе в
Душанбе в гости своего друга, казахского поэта, лауреата Государственной премии СССР Алжаса Сулейменова. Вот они идут, вышли они на зеленый рынок, идут они по рынку, и вдруг Алжас, как вкопанный, останавливается, плененный стихами, певучими стихами, которые говорит, читает один седовласый торговец, стоящий за прилавком, другому, нажимая на «о», как он говорил. Он послушал, а потом повернулся к Мумину Ханаату и спрашивает, о чем они говорят? Мумин говорит, они ссорятся из-за места за прилавком. Каков же должен быть красивый, какой же красивый должен быть язык, если ссора на нем вот, слуху непосвященного представляется музыкой. Таков уж действительно этот мелодичный язык. И для того, чтобы вы почувствовали, здесь есть, конечно, и таджики, но есть и не таджики, для того, чтобы вы почувствовали, как звучит таджикская мелодия стиха, мне бы хотелось вам прочитать, начать, я сегодня буду читать, конечно, некоторые стихи, но мне бы хотелось начать со строк великого Джами, великого поэта Суфия. У него есть рубаи, но вы знаете, что рубаи — это великолепный жанр, состоящий, это стихотворение всего лишь из 4 строк, но оно философского и философского любовного иногда содержания. В отточенных строках, в общем-то, в рубаи выражается очень весомая какая-нибудь мысль, всего в 4 строках. Такие строки есть у Джами. Шам-шау шам, кихудроу сузи, тоба он базми касон афрузи, абршау токи чубарон рези, баркуду хас, хамаяксон рези. В моем переводе это звучит так. Я сразу оговорюсь, что здесь я буду ссылаться на великолепного переводчика и поэта Машака, который говорил, что перевод поэзии невозможен. Совершенно парадоксальную мысль он высказал, но в сути верную. Он сказал, перевод поэзии невозможен. Это раз. И второе. Каждый раз это исключение. Является ли исключением то, что сейчас я вам прочитаю, я не знаю, не люблю судить, но во всяком случае я вообще себя считаю переводчиком прозы. Дай Бог в прозе разобраться, потому что перевод поэзии — это всегда поцелуй через стекло. Но, тем не менее, иногда хочется, вот что-то задевает, и тогда вот хочется это изложить. Я читаю тех, кто переводил персидскую поэзию большей частью по подстрочникам, и мне хочется как-то вот посоревноваться, что ли. Я не считаю свои переводы поэтическими, я их называю филологическими. Но, тем не менее, мне иногда хочется побаловаться, и сегодня, пользуясь тем, что у нас именно музыкально-поэтический вечер, некоторые свои переводы я вам почитаю. Так вот, именно из этих великих. Так вот, эти стихи Джами звучат по-русски так, в моем переводе. «Стань свечой, свечой воспламенися, чтоб пир людской собою озарить. Стань облаком, чтобы дождем пролиться, и розы, и шипы равно все оросить». Что такое поэт? Кто это такой? Это как раз та самая свеча, особенно такие поэты, та самая свеча, которая мощно горит и пробивает своим светом толщу веков, толщу пространств, толщу невежества. И поэт всегда говорит о том, что близко, если это действительно настоящий великий поэт, он всегда говорит так и о том, что, в общем-то, на что вибрирует человеческая душа, что является животрепещущим, важным для любого человека, независимо от времени, от пространства, от происхождения, от языковой и прочей принадлежности и так далее и тому подобное. Ведь именно поэтому Омар Хайям стал великим национальным не только иранско-таджикским поэтом, но великим национальным поэтом всего человечества. И когда я вот эти строки Джами, я не просто так вспомнила, я их вспомнила в том числе в связи с Абдулла Тукаем. Поэт, который родился в 1886 году, который умер уже, когда ему не было еще даже
вот за 10-12 дней до своего 27-летия, чуть-чуть не дожив до 27 лет. Он прожил очень короткую жизнь, но просто даже удивительно, как можно было за столь короткое время сделать столько, сколько сделал он для татарской поэзии. Это просто удивительно. Он фактически является создателем татарского литературного языка. Он является основоположником татарской поэзии, национальной классической поэзии, и именно той стилистики, которая, как правило, называется классической. Он является создателем многих жанров татарской поэзии, которые потом в дальнейшем получат свое развитие в татарской поэзии. Он является автором, он является журналистом, автором публицистических статей, автором исследований поэтических, критических работ. Он является крупным общественным деятелем. И это всего лишь за какие-то небольшие, очень небольшой отрезок времени. Потому что когда человек, он не получил ни систематического высшего образования, конечно, он учился в медресе, но если учесть, как этот человек жил, то становится для меня лично совершенно непонятно, каким образом это настоящий гений, каким образом он мог всего этого добиться. Потому что в 5 месяцев он потерял отца, в 4 года он потерял мать, и вся его дальнейшая жизнь – это фактически скитание из одной чужой семьи в другую чужую семью, где ни в одной, а тем более это были очень сложные годы, очень страшные годы, когда кусок хлеба был, так сказать, на вес золота. И поэтому то, что он не умер с голоду, это просто удивительно, но он все-таки умер именно из-за того, что голодал и заболел чехоткой. Он потому и заболел чехоткой, потому что, в общем-то, он голодал. То есть ненормальные, совершенно непредставимые условия жизни, и вот такой яркий свет. Это как звезда, которая взошла на небосклон, ярко засветилась, а потом с таким же, так сказать, яркую линию оставив на небосклоне, закатилась, но закатилась для того, чтобы светить уже всегда, уже больше никогда не закатываться. Физически, так сказать, он исчез, но духовно, культурно, в истории культуры, в душе татарского народа он будет жить всегда. Пока татарский народ читает стихи Габдуллы Тукая, есть татарский народ. Пока татарский народ читает на языке Габдуллы Тукая, существует татарский язык, татарский литературный язык. Пока они читают Габдуллу Тукая, есть то объединение, то единство, которое мы называем народом. Потому что если нет вот этого объединяющего начала, которое называется языком и культурой, а язык это самая, так сказать, основа любой культуры, потому что в коде языка фактически, в общем-то, воплощена вся культура народа и обеспечивается преемственность поколений. И мне представляется, что прожив такую тяжелую жизнь, фактически, в общем-то, учась урывками и испытывая удары судьбы, этот человек стал гением своего народа. Может быть, именно потому, что он знал жизнь народа не понаслышке, а он жил именно такой жизнью. Он и пахал, и сеял, и голодал вместе с народом. Именно поэтому, может быть, он был таким необыкновенным заступником народа. Может быть, именно поэтому он тогда, когда после революции 1905 года началась страшная реакция, и гонения на татар в том числе усилились, и бюрократы, чиновники стали призывать народ покинуть свои родные места и уйти в Турцию, он удивительные строки он написал. Сейчас я вам прочитаю это. Он сказал, он дает очень такой четкий совершенно ответ. Нам предлагают подлецы, мы слышим черный их совет. К султану вы должны уйти, а здесь для вас дороги нет. Мы не уйдем туда. Уйти не могут города и реки. Здесь пережитые века прибудут с нами. Здесь навеки. Только человек, который всей своей душой понимал и любил свой народ, свою землю, такие строки мог написать, и его слово слышали свои, не только ухом, но вибрации своей души фактически, в общем-то, слышали все татары. Вот именно поэтому
поэтому я считаю, что Габдулла Тукай та самая свеча, какой является, скажем, Рудаки, который пробил толщу 1150 лет. И до сих пор, так сказать, таджики считают его своим самым великим, самым знаменитым поэтом, родоначальником и литературного языка, и основоположником классической литературы. Только истинный сын своего народа в раздумьях о своем предназначении мог так сокрушаться, как Габдулла Тукай. Он говорил: хочу разумным быть, чистосердечным. Душа живет в стремлении к свету вечному. Мне счастье татар дороже жизни. Дождусь ли я для них хорошей жизни? До срока думай тяжкую составим. Я сам татарин, истинный татарин. Я дал народу обещаний много. Исполню их, известно только Богу. В 20 с небольшим лет человек ставит перед собой задачу высокого служения народу и еще сомневается, может ли он так служить. Он создает шедевры, и он еще сомневается, что он делал все, чтобы вот это свое предназначение выполнить. Мне хочется сказать вот о чем еще. В канун 125-летия, в апреле будущего года ему исполнится 125 лет, Габдулле Тукаю. В канун вот этого юбилея, конечно, происходит много всяких событий, но есть одно событие, которое напрямую связано с персидским языком, с персидской культурой. Советник, если я не ошибаюсь, посланник посольства Ирана пообещал, что книга Тукая переводится уже и готовится к изданию на персидском языке. Так что его книга выйдет к юбилею на персидском языке. Это совершенно закономерно и логическое, так сказать, развитие событий. Ведь стихи Тукая переведены на десятки и десятки языков, изданы миллионными тиражами. И его именем названы там газеты, заводы, пароходы, музеи, улицы, города и так далее, и так далее. Это естественно тоже, потому что это настоящий поэт. И в Татарском переулке, если я не ошибаюсь, на Татарской улице, на Новокузнецкой, недалеко от Татарского культурного центра, будет установлен, как обещают власти Москвы, так обещал Лужков. Я надеюсь, что новый мэр этому обещанию последует, поскольку, в общем-то, это не личное обещание Лужкова, это обещание власти. И опять-таки я говорю о закономерности такого события, ему будет установлен памятник и в Москве. И этим самым и московский, ну, во-первых, на московской земле будет увековечена память этого замечательного татарского поэта. И, кроме того, мы все будем, проходя мимо этого памятника, помнить о том, кто такой был Габдулла Тукай. Сегодня мы еще поговорим, конечно, о нем, но сейчас я не хочу чересчур сильно злоупотреблять вашим вниманием. Я бы хотела сейчас, наверное, лучше будет, если мы немножко разбавим наши речи каким-нибудь музыкальным номером, потому что мы назвали свой вечер музыкально-поэтическим, литературным, музыкально-поэтическим, и поэтому нам бы хотелось, вот с чего мы начнем? Я думаю, что мы сейчас пригласим на сцену и к роялю нашу любимую Людмилу Алексеевну Лядову. Я должна сказать, пока Людмила Алексеевна идет к роялю, что Людмила Алексеевна является создателем песни о Душанбе. Если те, кто сидят, помнят это. Напой, пожалуйста. Очень красивая песня, но песня о Душанбе, которую очень любят таджики. Спасибо за прекрасный доклад. Спасибо, папа. Дорогие друзья, мне очень хочется спеть вам сейчас песню, которая написана и посвящается Сергею Есенину. За припев Лазарев, поэт,
взял стихи Есенина из поэмы «Русь». «Ой ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу». Итак, воспоминания о Сергее Есенине. Стихи Лазарева. Широки под Рязанью просторы родные, и выходит Есенин на старый причал. Он салават искал этой ночью впервые, те, что каждый из нас много раз повторял. Ой, ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Все мне чудится, что по рязанским дорогам наш Есенин идет, а над полем звезда. Шепчет ветер ему: ты надолго, Серега, ах, надолго ли он говорит навсегда. Ой, ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Соловьиные ночи плывут по России, тихо плещет ока, а знакомый причал. И бессмертны эти глаза голубые, я не раз у рязанских мальчишек встречал. Ой, ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Извините, что я так сижу, что меня не видно, но я ничего поделать не могу. Зато есть у нас стол красивый. Здесь присутствует, я очень рада, мой любимый поэт, это Людмила Щепахина. И мы с ней написали песню, когда были в Североморске. Мы жили тогда на корабле. Тогда еще была жива главный редактор советской женщины Валентина Ивановна Федотова. И вот мы написали, значит, такой у нас получился североморский вальс. Вот послушайте, пожалуйста, этот вальс. Время летит, служба идет, нашу судьбу торопя. Все
флоте прослужил. Ну, А вот видите. Североморск это моя Так столица. это про вас. Вот это. Конечно. Вы знаете, что ничего, что я вас задерживаю немножко? Нет, пожалуйста. Сейчас. Я хотела еще, ну, вы уже, Людмила, с Людмилой Щепатиной вы уже знакомы. Спасибо вам, дорогая моя. Сейчас еще одна песня, которая называется «Не надо, рояль лучше подвинуть». Давайте, Раиса. А стол не мешает. Тут Ребята, мужики-то есть тут какие-то? Давайте. Немножко вот это туда. Только приподнимите, не катайте, а то там ножки могут сломаться. Там ножка сломается, все. Поднимите с двух сторон. Все, хотят, спасибо, все. Не падай, не падай. Ну все, нормально, все. Спасибо, дорогие. Спасибо, все. Так, еще одна песня на стихи Щепахиной. Она, в общем-то, написана о возрасте. И называется она просто, я даже не знаю, как, Милочка, она называется, подскажите мне, пожалуйста. Да просто песня о возрасте. наверное. Вот так, на другой идет, правильно. Не ищите излишнюю сложность, неспокойно наш атомный век. В возрасте, да и Бог, оплошность, если молод душой человек. В возрасте, да и Бог, оплошность, если молод душой человек. Если даже вы сгорбились малость и спустились морщинки у век, возраст это и Богу формальность, если молод душой человек. Возраст это и Богу формальность, если молод душой человек. Возраст это его формальность, если молод душой человек. Возраст это его формальность, если молод душой человек. Спасибо большое. 25 ноября Налифер в переводе Неля Александровна Игнатьева организует, как мой продюсер, творческий мой вечер в кинотеатре «Иллюзион». Это Котельническая набережная. Там, кстати, будет очень много выступать татар. Там будет Роза Хабибулина петь, Ренат Ибрагимов, Марат Рави, потрясающий человек. Очень талантливый. И там будет много, и скрипка, и гости будут, и так далее. Это 25 ноября, начало в 6 часов, кинотеатр «Иллюзион». Но я хочу спеть сейчас масса очаровательных женщин, поэтому я не могу обойтись без одного вальса, который называется просто «Женщина». Но там у мужчин тоже поется. Вальс на стихи Владимира Лазарева «Женщина». Стареют и наши мужчины, но им как-то легче стареть. Мы смотрим грустя на морщины, мы смотрим грустя на морщины, хоть реже бы надо смотреть, что спето, то спето, что было, то где-то, но нам еще вальсы кружить. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, а жить надо просто за тем, чтобы жить. Все было, и первые встречи, и песни, и свадебный стол, и был тот единственный вечер, и был тот единственный вечер, когда твой любимый ушел. Она вещалась и кружить, я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, а жить надо просто за тем, чтобы жить. Чтоб не было горше кручины,
кто сидят в этом зале, это к вам не относится. Но нам еще вальсы кружить, я радуюсь солнцу, я радуюсь свету. А жить надо просто за тем, чтобы жить. Я хочу сказать о том, что Акад Газизович мне дал стихи Тукая, и я обещала, что сегодня я напишу песню. Она писалась у меня все эти дни, я рожала эту песню, было очень трудно, но я там кое-что даже еще сделала маленький перевод по-своему. Если вы разрешите, премьера песни на стихи Тукая в переводе Вероники Тушновой. Можно? Я написала татарскую оперу о Муладуре Вахитове, так что я с татарским фольклором знакома, потому что мне помогала из столицы Казани Файзулина, моя поклонница, она мне присылала татарские песни, я их изучала, потом отправляла и уже потом переваривала все это вот здесь по-своему. Значит, «Любовь» называется. Если ошибусь, то я просто уйду сразу. Не расцветит цветами трава, если дождик не пойдет. Что ж тогда поэту делать, вдохновенье не придет? Всем известно, что знакомы с этой истиной простой. Пушкин, Лермонтов и Байрон восхищались красотой. Я сородичей поэтов всех оставлю позади. Бич любви, труби рассветом и вперед меня веди. Бич любви, труби рассветом и вперед меня веди. Я от царства отказался, что мне толку в царстве том, чем владеть фальшивым миром, лучше быть любви рабом. Ах, как сладкие муки эти, муки тайны и огня, хоть есть ли кто-нибудь на свете, понимающий меня. Из тысячи поэтов не найдется ни один, я люблю 100 крат сильнее. Я люблю 100 крат сильнее, чем Фархад любил Ширин. Браво! При премьере, первом исполнении Да, песни здесь. «Мухаббат» Габдуллы Тукая в переводе Вероники Тушновой. Да. И я ей сказал, когда еще стихи отдавал, я говорю, все московские татары замерли в ожидании этой песни. Спасибо. А самое главное, по-моему, все услышали, что это татарская Да, песня. Я вся тряслась. Дорогие друзья, так как у нас сегодня все-таки главный герой Габдулла Тукай, мы время от времени будем вспоминать его стихи. Вот песня, которая была только что пропета, это тоже на его стихи, и это великолепная татарская песня. Еще раз говорю, что я была удивлена вот стилистикой самой песни. Мне хотелось стать и татарский танец танцевать. Если бы я не стеснялась, я бы это сделала. Вот. У нас сегодня есть очень маленькие участники, самые юные участники нашего сегодняшнего вечера. Это два брата, потомки вот этих вот великих, которые тоже любят поэзию. Фарух и Шахзод исполнят, прочитают стихи Габдуллы Тукая на русском языке. Они вчера только узнали, что они будут сегодня выступать. Но
Они подготовились. Я надеюсь, что это будущие настоящие артисты. Пожалуйста, ребята. Вот сюда становитесь лицом туда. Да, вот сюда, перед столиком. Давай. Только ты не хочешь. Давай. Счастливый ребенок. Очень счастлив тот ребенок, что в занятия влюблен, чтит учителей и помнит. Все, что надо, задал он. По пути ворон не ловит и приходит в школу в срок. Не шалит и не играет, коль ждет его урок. К людям добр, дорога старшим уступает свой черед, не усмеется над несчастным, слабым руку подает. Мой лев подарил мне папа львов. Ох, и струсил я сперва. Я 2 дня его боялся, а на 3-й он сломался. Все? Целый цикл стихотворений, посвященный детям. Так Я что была спасибо. такая, как любой великий поэт. Да. Так, вам маленькие зверюшки. Любой великий поэт, он охватывал все слои населения и все возрасты. Для детей он действительно написал замечательные стихи и очень часто в своих произведениях опирался именно на народные традиции. Об этом говорит его великолепная поэма «Шевале», которая, в общем-то, переведена на многие языки, которая поставлена, если я не ошибаюсь, на сцене и так далее. Ну, теперь, мне кажется, Ахат Газизович хочет что-то прочитать. Я просто хотел немножко отойти от Тукая, потому что мы же Амар Хаяма еще не читали. И я не буду много говорить, но вот у меня есть 2 четверостишия его, которые, ну, я просто влюблен в эти. Несовместимых мы всегда полны желаний. В одной руке бокал, другая на Коране. И так вот мы живем под сводом голубым, полубезбожники и полумусульмане. Вот еще одно его четверостишие. Отречься от вина, да это все равно, что жизнь свою отдать. Чем возместить вино, могу ли я сделаться приверженцем ислама, когда им высшее из благ запрещено? Вы знаете, если уже говорить о Хайяме, то мне, раз уж тема зашла, вообще-то хотела с другого начать, но раз уж тема зашла, мне бы хотелось прочитать стихотворение Рубаи Хайяма. Пусть оно, Рубаи сегодня прозвучат и на фарси. Дамейку загаря передам андарбозор. Дамейку загаря передам андарбозор. Бапоре гил хамезад бисьор. Он гил базабони хол баор мегуф. Ман хамчу тубдам маро накодор. Хайяма, как вы знаете, переводили многие выдающиеся русские поэты, но в данном случае это перевод, я прочитаю перевод Державина. «Дивлюсь тебе, гончар, что ты имеешь дух, мять глину, бить, давать ей сотни оплеух. Ведь этот влажный прах, трепещущий был плотью, покуда жизненный огонь в ней не потух». С вашего разрешения прочитаю еще одно Рубаи, но на фарси, на оригинале и в моем переводе. Аз кузагаре куза харидам боре. Аз кузагаре куза харидам боре. Он куза ба ман гуфт зибар асроре. Шохе будам ки джоме заринам буд. Кунун куза шудам сари хуморе. Однажды я кувшин у гончара купил. Свою мне тайну тот кувшин открыл. Я шахом был, сказал, и пил из чаши
сегодня лишь сосуд для влаги хмельной. Я думаю, что мы еще будем читать сегодня стихи, а сейчас я думаю, что пора немножко, так сказать, и персидскую музыку послушать. Здесь у нас сегодня в концертной программе участвуют наши разнонациональные музыканты, и мне хотелось бы пригласить сюда Фарида Каюми, нашего афганского друга и исполнителя. Он исполнит песню, очень популярную песню на фарси, на дари, «Дили девоне», «Влюбленное сердце». Спасибо. Первый раз поедем. Первый раз, да? Вот рояль. Так что можно сказать, что еще одна премьера у нас сегодня исполнительская. Она же у нас на скрипке играет. Ну да. Ну, будем... Что вы поете, скажите, пожалуйста? Дили девоне. Телетивона. На сумасшедшее сердце. Сумасшедшее сердце. Старинная иранская песня. Мы А буквально любви, вчера, безусловно. вот экспромтом решили подготовить эту песню для этого вечера. Давай. پس از این زاری مکن عوض یاری مکن تو های ناکام دل دیوانه و مزار سینم با غم دیرینم به خواب آرام دل دیوانه با تو رفتم پیش تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم این همه آرزو دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم همه آرزو دل دیوانه چه بگویم با من ای دل چه ها کردی تو مرا با عشق او آشنا کردی چه بگویم با من ای دل چه ها کردی تو مرا با عشق او آشنا کردی پس از این زاری مکن عوض یاری مکن تو های ناکام دل دیوانه با مزار سینم با غم دیرینم به خواب آرام دل دیوانه به خواب آرام دل دیوانه
персидский Очень красиво вам идет. чтобы поближе быть к Амахаяму, таджикам, и поэтому я вручил. А этот чабан мне подарил Анвар Сарджанс, который был в Персии, и мне за 70-летие принес его. 2 года назад подарил. Вот. Что ты мне подарил? Молодец, молодец. Не надо в Североморск в таком виде появиться. А форму сверху одевать? Давайте дальше. Вместо формы. Я пока не снимаю. Так, раз у нас говорится о связи Габдуллы Тукая и ирано-таджикской поэзии, то я бы хотел коротко сейчас вот выступить перед тем, как будет следующий музыкальный номер. Ведь Габдулла Тукай в 20 лет дерзнул сформулировать и задать самому Всевышнему несколько таких вопросов, которые могут поставить в тупик любого философа современности. Но только не Всевышнего. Вот его стихотворение. Почему ты, Боже, столь разными создал людей? Почему я ничтожнейшей твари твоей? И во мне и начало, и устье потока скорбей? Или таит в себе ад эта жалкая связка костей? Слышишь, Господи, я вопрошаю, ответь мне скорей, ибо разум мой темен, не может он справиться с ней. Не в моей ли недоле злосчастного мира исток? Не родиться бы вовсе, так был, пожалуй, умней. Вот в стихотворении «Ваксан мым» не стану мелочиться, в переводе Михаила Талова, Тукай не только задает вопросы, а даже предлагает себя Всевышнему в качестве помощника. Это солнце пусть погаснет, я взойду ему взамен. Люди пусть по мне сверяют быстротечность всех времен. И вот в стихотворениях «Вопросы» и «Не стану мелочиться» по своей философской глубине, простоте и четкости изложения, поэтическому накалу и страстности созвучны с произведениями средневековых гениев восточной поэзии. Скажем, Несими. Здесь его нет, но вот он тоже в 1369 году родился, а в 1417 году умер. Азербайджанский поэт утверждал литературный азербайджанский язык в противовес персидскому языку. В философских газелях воспевал земные радости, преклонялся перед разумом человека и был казнен за богохульство. Вот, может быть, конечно, вы больше можете сказать что-то об этом, да? Я пока больше не знаю. Так что вот это Тукай и персидская поэзия. Пожалуйста. Сегодня Таджикский культурный центр хотел представить Тукая как такую цельную личность, которая на самом деле охватывает каким-то удивительным образом, вернее, олицетворяет собой удивительным образом всю татарскую культуру. Член Таджикского культурного центра Зарина Рустамова зачитает вам стихотворение Габдуллы Тукая «Птицы», к птицам. Но смысл этого стихотворения – это тайный, так сказать, подтекст стихотворения – это не только обращение к птицам. Вы сами сейчас это услышите, пожалуйста, Зариночка. К птицам. Я немножко волнуюсь. Не волнуйся, хорошая атмосфера, очень доброжелательная. Я не трону вас, птицы, меня не пугайтесь, печуги. Я лишь пение ваше услышать хочу на досуге. Пойте, я лишь пение ваше услышать хочу на досуге. Вот все, что Бог. Все, что Бог внушил, распевайте при мне без тревоги. Не ношу я ружья, не растаял силков на дороге. Пойте смело, спокойно, не трону я вас, не задену. Мне ли жизни на воле не знать настоящую цену?
Так не бойтесь меня. Я ловить вас не буду. Постойте, не дыша, не спеша. Буду слушать вас. Пойте же, пойте. Зарина первый раз публично читает стихи. Я думаю, что все-таки удачно. Хорошо. Дорогие друзья, если можно сразу мне следующий вызов культурного центра представить, да? У нас сегодня в вечере принимает участие заслуженная артистка Республики Таджикистан, замечательная скрипачка, замечательный музыкант и очень хороший человек, красавица, пионер, садовка, Навахид Зейналпур. Только что она аккомпанировала нашему Фариту за роялем, но сейчас она покажет свое скрипичное искусство. Она великолепный исполнитель. Вот недавно, пока не готовится, недавно в Московском международном доме музыки был концерт, который организовал как раз Фарит, и зал рукоплескал нашей артистке, и Фариту тоже, конечно.
За мгновение мгновение и жизнь промелькнет. Пусть веселье мгновение это блеснет. Берегись, ибо жизнь — это сущность творения. Как ее проведешь, так она и пройдет. Беспощадна судьба, наши планы круша. Час настанет, и тело покинет душа. Не спеши, посиди на траве, под которой завтра будешь лежать, никуда не спеша. Друзья, ну, великая таджикская поэзия, великая таджикская музыка. Но я думаю, что и татарская музыка не вступает. И я бы хотел сейчас предоставить слово народному артисту Республики Башкортостан Ишмурату Ильбакову. На национальном инструменте курай. Когда выступала музыкант, я хотел выйти прямо Подыграть. подыграть, да. Очень красиво. На самом деле этот инструмент Да. очень схож с таджикским инструментом, который называется най. Да, Дай и Бог очень тоже красиво звучит. Мы вместе обязательно выступать. посотрудничаем. Обязательно. Обязательно. Сам объявляй, А, что сам, да? хочешь, все, что хочешь. Я вам сыграю башкирскую мелодию. Мы очень родственные души с татарами, двоюродные братья. Да? Вот, я люблю Ахат Газельша, он меня пригласил, я люблю Тукая. Даже у нас в школах его проходим. Без любим перевода Тукай. читают его. Да? Без Да, перевода. да, без перевода мы общаемся без переводчиков. Вот мои земляки сидят. Они- Ну, может быть, татарскую сыграем? На твоем усмотрении. Фаворис, вы Давай, Фаворис, тоже выходи. Усталую Раз, подушку мы с тобой потом сыграем. ага, да. Раз татарский нам было Тукай, и Давай там вечером, теля. вот, наверное, Давтеля споем, да? Oynadı gözüm
такие общие у нас народные песни есть. Тефтеляв, Уел, вот татарские. Мы у нас уже, скажем так, уже башкиры татарские песни. Вот эти вот Тефтеляв, они уже стали. И башкиры любят его, и татары. Там сам слушай. Ага. Это тоже одна слова. Картуа Тукай, Парад. Şiddetli parat gittim pazarla götürür bana. Şattıra atar ve köşe zımpara atar bana. Şattıra atar ve köşe zımpara atar bana. Dişçili şatlık bilen durmaz şaşırtma yolları. İsken akın zirmilen yaprak ağaçlar kaldırır. İsken akın zirmilen yaprak ağaçlar kaldırır. Her taraftır boynuna ellenerse uymayısın. Nersedendir yüzürengen temiz dağlar bastan yırtır. Ben tavuk gildim kolanda yanlarını bana. Kır şakır gittim kolana baldı bezlerim bana. Kır şakır gittim kolana baldı bezlerim bana. Bu tavuk başlı gömelim tatlılığına yanala. Eyle şakır git kazanla patlarını kullanana. Eyle şakır kızları patlarını kullanana. Patlarını kullanana. Я хочу сказать, пока готовится Ишмурат, я хочу сказать о нем буквально два слова. Ишмурат – участник всех наших городских фестивалей национальных, межнациональных, наших концертов. И участник всех 5 Наврузов. И когда он выступает, зал просто падает, потому что он умеет очень хорошо заразить зал. Особенно, когда большой зал, Ишмурат не только играет, но еще чуть ли не приплясывает. Его энергетика в зал передается очень хорошо. Так что Спасибо. я хочу сейчас Я всех публично народов люблю, очень поблагодарить. народно. Ну, Поэтому да, я во да, всех да, праздниках да. стараюсь участвовать. Пожалуйста, Шмурат. Как я обещал, как мои родственные души, я вам сыграю башкирские народные мелодии. Вот есть 1500-летней давности мелодии у нас башкир сохранили. И одну из них я вам сыграю. Почему Ладно. только одну? Thank
Браво! Народ выражается, культура выражается в звуках музыкально, в звуках вербально. Но и те, и другие звуки – это звуки души народа. И любой поэт, конечно, осмысливает роль родного языка. Если вы помните, Расул Гамзатов об этом сказал очень, ну, я бы сказала, даже категорично. Если завтра мой язык исчезнет, нынче я хотел бы умереть. У Габдуллы Тукая тоже есть стихи, посвященные родному языку. Я прочитаю их в переводе Равиля Бухараева. Он тоже, Габдулла Тукай, тоже думал, наверное, это больше даже характерно для всех поэтов, конечно, но больше для тех народов, которые ощущают, что языку национальному, ведь много было народов, чьи языки исчезли бесследно. Это же не означает, что народ взял и, так сказать, весь вымер. Народ не умирает, умирает язык, когда он перестает быть языком народа. И поэтому поэты и обращают на это внимание. И об этом Габдулла Тукай сказал так. «О язык родной, певучий, о родительская речь, что еще на свете знал я, что сумел я уберечь? Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать, сказки бабушки я начал, подрастая, понимать. О язык мой, ты опора в испытаниях бытия, с детства близкий и понятный, радость и печаль моя. О язык мой, как сердечно я молился в первый раз, сохрани отца и маму, не оставь, Всевышний, нас. Вы знаете, что вот этот тугантель, родной язык Габдуллы Тукая, стал практически гимном татарского народа. Ну а для тех, кто русский язык не знает, я на татарском языке сейчас его прочитаю. И тугантель, и матуртель, анкамның тілі, дүнияда көп нәрсе білдім, син тугантель арқылы. Ин элек бу тел белән, анкам бишектә көйләгән, аннары төннәр буе, апкам хикаят сөйләгән. И тугантель, һәр вакытта, ярдамың берлән синең, кечкенәдән аңлашылган, шатлығым, кайгым минем. И тугантель, синдә булган инелек, кыйлган даган, ярылы кагыл дип, үзем һәм әткәм әнкәмне кыдам. Настал тот момент, когда я с удовольствием хотел бы сейчас предоставить слово поэтессе патриотического сопротивления. Я ничем не ошибаюсь. Все правильно. Патриотического сопротивления у нас здесь, когда ее стихи буквально поражали особенно власть придержащих. И вот сейчас, прежде чем дать ей слово, а это Людмила Васильевна Щепахина, как я говорил, что она и автор гимна Республики Туркменистан, лауреат всевозможнейших литературных и поэтических премий, одно стихотворение я прочту. Я недавно был на круглом столе, где были министры московские, и когда я читал это стихотворение, мне не дали прочитать последние 4 строчки. Сказали, что время вышло ваше. Испугались. Испугались, наверное. Вот я сейчас вам прочитаю его. Вот опять затараторили. Называют, как хотят. Государство – территории, а народ – электорат. Мы пахали все субботники, шли в войну сквозь снежный наст. Нас теперь назвали льготники. Ну, а попросту – балласт. Дали карты с номерами, цифры, имя,
Все равно золотому миллиарду надоели мы давно. И они? Сейчас. Я просто Как волнуюсь растерзали поэтому, 4 да. строки. Да. За работу взялись рьяно, защищая свой надел, бьют по нам с телеэкрана сквозь редакторский прицел. Далеко не пряча злобу, отдают стране приказ. Цыц, Россия! Люди-зомби! 25-й кадр на вас! Помешались на Европе, сленгом пользуясь без виз. Нашарчили надпись «Open» на пивном шалмане «Please». Может, хватит русских лапать? Кто здесь кто, в конце концов? Не поехала ли шляпа у заезжих мудрецов? Чтобы были мы как стадо, чтобы скурвилась страна. Им, конечно, это надо. Ну а нам-то нахрена? Людмиле Васильевне Щепакиной, пожалуйста. Дорогие друзья, Азиз Дуслар, спасибо всем, кто пригласил меня сегодня на этот прекрасный вечер. Спасибо вот этой замечательной женщине, которая произнесла такое великолепное вступительное слово и такой камертон нашему вечеру, что мы все рады, счастливы, раскованы. И очень хорошо, что мы сегодня приветствуем и великую поэзию Востока, и замечательного Габдулла Токая. Я счастлива, что я имею какое-то прикосновение к татарской культуре, к татарам, к татарскому языку. Я перевела на русский язык книгу замечательной поэтессы Татарстана Сажиды Сулеймановой. Может быть, кто-то из вас знает. Это сейчас великолепнейшая поэтесса, которая, к сожалению, недавно ушла из жизни, но осталась как современный классик. Я счастлива, что я была на родине Габдуллы Токая, прошлась по тем местам, где он жил, где он творил, где он мыслил. И это тоже мой багаж и мое достоинство. Поскольку у нас сегодня вечер и ирано-таджикской поэзии, я хочу вам сказать, что я переводила частично, конечно, не всего, Мирзо Турсунзаде, этот великолепный поэт. Мы гордимся, что он жил в одном нашем большом государстве, Советский Союз, и я счастлива тоже, что была с ним знакома. Я рада, что таджики перевели мою книжку. Вот вы, наверное, понимаете ее название «Таджики». Вот кто здесь есть среди наших друзей. С предисловием министра культуры Таджикистана. Это было совсем недавно. Но вы знаете, как прекрасно, что на такие вечера у нас как бы помимо наших героев, вот которые здесь на этих портретах, мы еще очень многих людей называем, они как бы тоже присутствуют среди нас. И Милочка назвала прекрасных авторов ее песен, и мы говорим о переводчиках, о переводчицах. Я бы хотела, чтобы сегодня к нам была приглашена, и я ее от вашего имени приглашаю, замечательная поэтесса, мусульманка, я это подчеркиваю, потому что сейчас мусульманская культура в ее классическом прекрасном виде, она очень помогает людям освоить вот сегодняшний нынешний день и связать его с прошлым. Я хочу говорить о поэтессе, которая не выдержала всего того, что происходит в Чечне. Это народная поэтесса Чечни Раиса Ахматова. Она погибла. Но я хочу, чтобы память о ней сегодня прозвучала на нашем вечере, потому что она этого достойна. Я прочту стихотворение, посвященное ей. Моей подруге, народной поэтессе Чечни Раисе Ахматовой. Прозрачный день звенит капелью, но на пороге плач и страх. Мой сын Иван убит в ущелье. Твой сын Муса убит в горах. А мы еще недавно были семьей заботливой одной.
заложники чужой наживы, чужой корысти нефтяной. За это слезы над постелью, да небо гневное в громах. Твой сын Ахмат убит в ущелье, мой сын Андрей убит в горах. Темно от боли в чистом поле, где смерть близка и высока, и иступленный крик «Доколе!» и марсианская тоска. И долго ли будет город Грозный пугать ошибкой века мир, молясь на праведные звезды глазищами пустых квартир? И долго ли Москва седая в снегу холодном до бровей все так же будет, не считая своих неволить сыновей, былых достоинств не роняя, вину не меря на весах? Чечня, сестра моя родная, давай обнимемся в слезах. Спасибо всем, кто чтит великую культуру ваших великих народов. И в конце хотелось бы мне сказать, просто на близком и на вашем, может быть, языке. Яшесен шаирлар, яшесен дуст, мохаббат, көпсак балон, рахмат. Струны нашей души у всех задрожали, когда Людмила Щепахина читала свои стихи. Я лично едва удержала руками. Спасибо вам большое за такое замечательное и за такое тонкое пронзительное стихотворение. И я должна сказать, что о дружбе между народами, о настоящей дружбе. Это браки, что не бывает дружбы между народами. Бывает. И мы это прекрасно знаем. Это сегодня говорят, не бывает дружбы между народами, бывает между людьми. Между людьми разных национальностей дружба – это и есть дружба между народами. Почему? Потому что если я встречаю хорошего казаха и подружусь с ним, я говорю, казахи хороший народ. А если я встречаю подлеца какого-нибудь, я говорю, этот плохой человек. Понимаете? Но тогда его национальность для меня не важна, потому что у плохого человека нет национальности. Дружба между народами существует. Опять-таки мы обращаемся к Тукаю. Посмотрите, что говорил Тукай о культурном и духовном единстве русского и татарского народов в самые тяжелые, в одни из самых такие же тяжелые послереволюционные годы, когда политика, власть старались, так сказать, посеять вражду между ними. На русской земле проложили мы след. Мы чистое зеркало прожитых лет. С народом России мы песни певали. Есть общее в нашем быту и морали. Один за другим проходили года. Шутили, трудились мы вместе всегда. Вовеки нельзя нашу дружбу разбить. Нанизаны мы на единую нить. Как тигры воюем, нам время не время. Как кони работаем в мирное время. Мы верные дети единой страны. Уже ли бесправными быть мы должны? Посмотрите, как актуально звучат эти стихи, и как они созвучны тому, о чем сейчас говорила нам замечательная поэтесса Людмила Щепахина. Мне хочется сказать, что во все времена поэты несли людям мир и свет. И этот свет всегда сквозь года и сквозь века светил и озарял нашу жизнь. Наверное, если бы не было культуры, если бы не было музыки, если бы не было хорошей литературы, хороших стихов, наверное, наша жизнь была бы просто убогой. И, может быть, даже не нужна была бы, ей-богу. Мне хочется сейчас пригласить, вот венчая эту мысль о дружбе между народами, хочется пригласить сюда замечательного музыканта, татарина, но моего земляка, он
из Узбекистана, а Узбекистан это не только земля узбеков, это еще и земля таджиков. Как вы знаете, Самарканд и Бухара это древние очаги таджикской культуры. Марат Шункар из Ташкента на таджикском инструменте, древнем таджикском инструменте рубаб сыграет татарскую мелодию «Сандугач». Соловей. Пожалуйста. Я прошу прощения от его имени. Его срочно вызвали, позвонили. Ах, какая жалость. Сегодня мы его не услышим. Он пришел, и я думала, что он сидит там. Да, он был здесь, вот буквально 10 минут назад убежал. Очень Что же он не сказал, мы бы ему дали раньше возможность. Ну, ничего страшного. Да, Ну, Сандугач, наверное, сыграем тогда. Ну вот так. Это мелодия, которую можно как на руках, так и на ногах сыграть. Это есть Сандугач? Давайте еще. Или все? Да. Настоящие музыканты всегда вовремя. Қайдан бір шекара мәселе қысқа ғана. Сый ғұмырны, сый халқыңны, сый халқыңның дүниясын біз өлербіз белгілі, тек өкінішке қалмасын. Кең көңілді бол ішіңнен, мысқыл ешітсән, уақ деген, топтасындар, хурласындар, тек жаның хурланмасын. Я бы сейчас хотел предоставить слово человеку, автору многих книг. Он сам расскажет о своих званиях, регалиях. Фаиль Михайлович и Бятов, пожалуйста. Вот сегодня у нас так получилось, что сегодня 3 мероприятия, связанные с нашей национальной культурной автономией. В доме Садулаева проходит вечер, да, посвященный Курбан-Байраму. Проходит у нас в Юго-Восточном округе вечер, посвященный татарской диаспоре тоже. Но я выбрал по просьбе Ахат Газизовича вот этот вечер, и я считаю, что я не пожалел. Почему? Народу мало, но настолько теплая атмосфера, настолько меня затронула за душу, вот, рассказав о поэтах, философах, писателях древности, я просто тронут. Могу сказать, что я вырос в Средней Азии, в Таджикистане. Мои родители передвигались, начиная от Кабула и кончая Самаркандом, значит, Ташкентом и Хаджентом, был такой город, сейчас он переименован, вернее, Лейнабадом, да, сейчас Худжат называется, правильно. Поэтому всю свою закалку я получил именно там. Конечно, так получилось в истории, вообще всемирной истории, таджикский народ дал столько писателей, столько философов, столько личностей. Ну, ни один народ столько не дал
мировому сообществу, вот как вот таких вот известных личностей. Тут еще не показаны писатели современности, которыми были названы наши улицы, по которым мы жили, театры. Их очень-очень много. И мне, конечно, до глубины души порой было обидно, когда я переехал жить в Москву, как-то была таджикская культура, азиатская культура была как-то забыта здесь. Забыта была. Все забыто. Все забыто, правильно. Поэтому вот зарождение вот таких вот вечеров, оно бальзам на душу. Я могу вам сказать, теперь я ваш постоянный клиент, постоянный слушатель, постоянный посетитель, я буду постоянно участник ваших всех мероприятий. Вот, и буду постоянно с вами. Что касается вообще, я был в этом году на конференции, посвященной Тимерлану. Ну, если вы знаете, Амир Тимир — это великий завоеватель Азии был. Это был таджик, родом он из Самарканда. Тогда города эти Самарканд принадлежали таджикам, Бухара, Самарканд и много там городов малых, значит, это были таджикские города. И когда я выступал на конференции на этой, это была международная конференция, посвященная Тимуру, она проходит раз в 3 года, и выступил, что сказал, что Амир Тимир — это таджикский, значит, полководец, можно сказать. Там, конечно, многие узбеки пошли против меня. В кулуарах, в перерыве: вы, говорит, не правы, вы, говорит, значит, недооцениваете историю. Хотя вот я принес эту книгу эту, она 10 тысяч экземпляров разлетелись моментально, и вот буквально я сегодня попросил одного своего уважаемого человека, знаю, что сегодня творческий вечер, посвященный, значит, нашим великим людям, таджикам, ну, тем более ирано-таджикский, значит, вечер. Я попросил его привести эту книгу. Я вот в этой книге пишу и рассказываю, что, ссылаясь на многие источники, тут порядка 50 источников, которые я, значит, сюда привожу. Это, написав эту монографию, я проехал, был в Венгрии, был в Германии, был в Петербурге, был в московских исторических, значит, библиотеках, я имею в виду, собирал первые источники. И вот здесь я пишу, что Амир Тимир был таджик, и ссылаюсь на многие источники. И так как я этнический татарин, могу сказать, что я вот один из первых, значит, написал. И, кстати, в Казани меня тоже начали меня как-то не воспринимать, потому что, говорит, так потому что это же наш Золотоордынский хан был. Последний хан, 26-й хан Золотой Орды, который, кстати, и развалил-то Золотую Орду. Но я пишу здесь о Тимуре. Тимур был вообще великий завоеватель всего мира, мог бы стать завоевателем, но он был благородным человеком. Он был благородным человеком, он дошел, грубо говоря, до Москвы и пошел обратно. Если кто так знает, вот, значит, это... Поэтому великий народ и великая нация таджики. Я с большим поклоном отношусь к таджикам. И вот моя сейчас докторская работа, она связана именно с Ираном. Когда я приехал в Казань, мне сказали, давайте вот тему дали мне там, связано с татарами, там, значит, современная политическая какая-то были темы. Но я отказался. Я говорю, я возьму Иран, иранскую тему. И сейчас я эту работу заканчиваю, у меня тоже будет выйти очень интересная монография, посвященная Ирану-таджикам. Поэтому я хотел бы что? Я хотел бы подарить вот эту книгу нашей уважаемой, значит, ведущей сегодняшнего вечера. Я, во-первых, первый раз вас вижу сегодня, много слышал о вас, да, но впервые вас, значит, вижу. Вы мне понравились, во-первых, как руководитель таджикской диаспоры, да? Ну и как женщина, вы прекрасная женщина, великолепно просто выглядите. И вот эту книгу «Татары Подмосковья», она тоже под моим руководством вышла. Я один из авторов этой книги, значит, автор и, значит, в общем-то, главный спонсор. Я тоже дарю эту книгу. Тут, значит, появление татар с X века. Татары Подмосковья. Да, на российской земле. Когда нам говорят, что мы пришлы, мы абсолютно не пришлы. Мы так же, как и русичи, значит, с IX века живем на подмосковной земле. Именно город Подольск, город Звенигород, город Коломна. Мы были в то время, мы народ не пришлый.
Мы так же, как и русские, осваивали и Русь, также участвовали во всех мероприятиях, связанных с нынешней Россией, со старой Россией. Поэтому относиться к татарам надо как к своим. Спасибо вам. Спасибо за... Вы знаете, я очень благодарна Михаилу Михайловичу за эти книги. Честно говоря, впервые слышу, что Тимур таджик, честное слово. Потому что всегда считала, и источники говорят, может быть, я ошибаюсь, потому что я не рылась в исторических сочинениях, как это делал Михаил Михайлович, но считалось, что Тимур относится к монгольскому племени барласов, и таджики на самом деле все время восставали против него, в том числе в Самарканде. Даже такое было движение сарбадаров. Сарбадар — это значит голова на виселице. То есть таджики готовы были, самаркандцы готовы были вложить голову в петлю, только не подчиниться этому захватчику. Ну, с одной стороны, он захватчик, но с другой стороны, он дал возможность таджикским мастерам, таджикским творческим людям, таджикским поэтам возвыситься до необыкновенных высот, потому что как талантливый человек, он, конечно, завоеватель, но в то же время он был действительно талантливым человеком, создавшим замечательный свод законов о рождении Тимура, наверное, многие знают. Там, То есть кстати, он есть человек, свод законов, человек был, конечно, безусловно талантливым. Мне, конечно, как человеку немножко другого склада, нравятся таланты, направленные на добро, а не на уничтожение людей. Вот. Тимур прославился как одним, так и другим. То есть, конечно, он был фигурой чрезвычайно противоречивой. Но коль скоро зашла речь о великих таджиках и великом прошлом, культурном прошлом таджиков, я здесь с Валерием Михайловичем совершенно согласна, что иногда, да вообще сегодня душа болит, когда знаешь, я даже знаю, что вот здесь женщины приезжают в Москву зарабатывать как гастарбайтеры с высшим образованием, с великолепным воспитанием, с великолепной культурой в голове во всем, и работая, делая такую работу, которую ни один в другое время они бы не делали, они дают своим детям образование. Таджики всегда были нацелены, очень сильно ориентированы на образование. В IX веке во всех таджикских школах всегда были школы, в селах были школы. В самой глухой деревне были школы. Об этом пишет в своем романе Фирдоуси Саты-Муллузаде, который прекрасно знал таджикскую древность, и этот роман я переводила. Но мне хочется сейчас вам прочитать стихотворение в моем переводе Мунтасира. Это принц из отпрыска саманидов, великих таджикских царей, который в 19 лет был убит во время смуты. Если бы его не убили, он, наверное, стал бы замечательным поэтом. Но вот одно его стихотворение в моем переводе я прочитаю. Напоминаю, он 19 лет был убит. Мне говорят, зачем не любишь ты богатые покои, пушистые ковры? Но песен мне милей рев витязя отважных, коней ретивых бег милее, чем пиры. Что мне вино игривое и поцелуй хмельной, в груди, одетый в панцирь, кипение крови? Стрела и лук тугой, мне розы и тюльпаны, меч острый и скакун, вот сад мой и пиры. Я бы, наверное, говорить, да? Да. Мне бы хотелось, да, еще сегодняшний наш вечер, это вечер не только поэтический, но это перекличка культур, перекличка дружб. И одно из рубаи Рудаки как раз прямо об этом и говорит. Я хочу прочитать и в оригинале, и я вас не утомила чтением на таджикском языке, честно признаюсь, господа. Ностальгия такая. Ну, звучит, потому что это очень здорово. И в моем переводе на русский язык. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. Нет в этом мире радости полней, чем быть в кругу достойнейших друзей. Для сердца
горести и мгновения нет, минуты той, что нас лишит друзей. Сегодня у нас наполнены искренней дружбой. Пожалуйста. Я думаю, сейчас мы послушаем один музыкальный. Вот. В общем-то, у нас татарская хронометра последний. Игорь, как? Готовы? Да. Давайте. Это наши активисты, наш активист Игорь Пичуев и лауреат международных конкурсов Фаварис Габидулин, ну и народный артист Татарстана. Эй, Батаршин, наш активист. Я по происхождению наполовину татарин, наполовину русский. Мама у меня русская. И вот такой стихотворение есть у меня. Русский говорит, типтер, мишер дамин. Я шли бисе алдым башкирттан, жена у меня была башкирка, да? Вали мин, так меня звали. Дурысы, Минны Вали, Валерий мин, карасан паспортом. У меня имя Валерия. Мин шанамали там нарга, я верю еще свой рассвет.
Eylengenin vakıtta bitindi onlarda. Şulay da bolaşam dağıday, min ışanam məli onlara. Kişide fitinden güneşliyim, keşke kaygısından gülmeyim. Kızım şaşar aşk güzel, yaz gelip şavlan yürümeyim. Yırlarımı dıvaydım, donuruna dürüm darada. Dil yoktan sirleş mandaşlarım, İhlas suyuk bilen yarada. Keşke gafetinden keşke kaygısından gülmeyim. Kızım şaşar aşk güzel, yaz gelip şavlan yürümeyim. Gözüm şaşar aşk güzel, yaz gelip şavlan yürümeyim. Татары башкирскую сумушную песню. Еще? Да. Мы будем сейчас завершать уже наш вечер. Мы уже завершаем. Вот я только хотел дать слово одному человеку, который вырос в Средней Азии, знает Среднюю Азию великолепно, доктор медицинских наук, профессор Ешен Таминович. Два слова. Свою оценку дайте. Пришел как зритель. Ничего. Вы наш земляк. Дорогие друзья, мне очень приятно быть среди вас. Здесь я уже второй раз. На первом вечере мы тоже с удовольствием послушали и Людмилу Лядову, и профессора
Шипахину, получили от этого очень большое удовлетворение. Вот. Ну а что касается меня, моих окружающих, мы врачи. Ну, вы же не хотите, чтобы я сейчас прочитал лекцию о том, как не болеть, как лечить. Поэтому я ограничусь тем, что прежде всего выражу свое восхищение, так же, как и предыдущие наши ведущие. Я понял, что она моя землячка. Она таджичка, я узбек, но тем не менее из одного места, по-моему, из Самарканда. Да. Кроме того, Азиз Гиасовичу тоже большое вам спасибо. На все приглашения он не забывает нас приглашать. И мы в дальнейшем тоже большим удовольствием будем участвовать. И может быть что-нибудь такое художественное сотворим. Я вам обещаю. Спасибо. Дорогие друзья, великий Фердоуси и создатель великого, самого великого авторского эпоса завершил свое шахнаме такими словами. Пасирач бурдам балин солси, аджам зинда кардам балин порси, намирамазин пас киман зиндам, китухми суханро парокандам. Надежные дворцы с течением дней от солнца рушатся, от ветра и дождей. Но мной воздвигнутый поэзии дворец не дрогнет от невзгод, что шлет на мир Творец. Я 30 лет трудился, я отдал много сил, а Джан франсийскими стихами воскресил. Теперь я не умру, я буду жить всегда, нетленных слов посеяв семена. Это Фердоуси, это рубеж X века, 9-10 века, и нетленные слова посеял Габдулла Тукай на почве татарской и мировой поэзии. И то здание поэзии, которое Габдулла Тукай построил, я думаю, тоже не дрогнет от мирских невзгод. Мы с Ахмед Газизовичем благодарим всех вас за то, что вы пришли на наш этот вечер. Мне хочется библиотеки Татарского культурного центра преподнести вот эту очень маленькую, но очень весомую книгу. Она о замечательном человеке, выдающемся ученом, востоковеде, Бабаджане Гафурове, бессменном директоре Института востоковедения Академии наук СССР. И эта книга о нем. В Институте востоковедения есть кабинет-музей Бабаджана Гафуровича. И мне бы хотелось, чтобы эта книжечка была в вашей библиотеке. Спасибо. Я очень рада, что мы сегодня, вот наш совместный проект сегодня осуществился. И надеюсь, что мы еще будем долго сотрудничать с Татарским культурным центром. Ведущий Хуршида Давронин вручить цветы. Хочу предоставить слово хозяйке этого мероприятия, хозяйке этого дома, этой библиотеки, Татьяне. Пожалуйста, Татьяна. Заранее скажу, Татьяна, мы благодарны вам за то, что вы этот уютный зал нам сегодня предоставили. Спасибо большое. Дорогие гости, даже вот если позволите, обратиться к вам, дорогие друзья. Вот. Прежде всего, от всех сотрудников нашей библиотеки и от Центра межрегиональных связей хочу поздравить вас с вашим национальным праздником. Вот. А также поблагодарить организаторов за великолепный просто литературно-музыкальный вечер, за организацию его, поблагодарить всех вас за то, что вы так бережете свою культуру, поблагодарить за ту атмосферу любви, памяти, почитания поэзии, поэтов, которая просто витает в этом зале. Недаром название первоначально было «Мгновение, согретой душой». Вот действительно, согретой душой. Очень приятно было вас всех здесь видеть. Приглашаем вас на все мероприятия и совместные, которые проходят вот так вот в рамках совместных арт-проектов, и на мероприятия, которые
проводится библиотекой. Если вы даже не очень устали сегодня в 7 часов здесь будет выступать театр-студия «Интеллект» со спектаклем «Скамейка». Хороший спектакль, тоже о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной. И немного смешного, и немного грустного. Но это если у вас останутся силы, если будет желание. Вот. А так мы всегда, абсолютно всегда рады видеть вас у нас в центре. Спасибо вам. Кто хочет еще выступить? Пожалуйста. Пожалуйста, выступайте. Здравствуйте. Хочу сказать спасибо вот за ту теплоту, за вот это удивительное созвучие, согретое, да. И вот строки звучали про свечу в начале. И знаете, вот моя мама, к сожалению, она вот ушла сейчас перед Курбан-Байрамом, но у нее были любимые строки Марии Петровых. Не зря, недаром все прошло, не зря, недаром ты сгорела. Коль сердце твоего тепло, чужую боль превозмогло, чужое сердце отогрело. Вообрази, тебя уж лет, как бы и вовсе не бывало, но светится твой тайный след. В иных сердцах лета мало, в чужих, в других сердцах оставит след. Мне кажется, вот эта ниточка вот этих веков, да, вот эти слова, которые звучали сегодня, они, наверное, созвучны всем, вне зависимости от национальности, от принадлежности к культуре. Я сама вот татарка горьковская, да, работаю я во Дворце пионеров, в отделе этнокультурного образования. И на вечер я попала, потому что мне сказали, сходи, для тебя это важно. Ну, может быть, как-то вот здесь не хватает детей, да, чтобы вот это вот созвучие было полным. Вот сходи, потому что нужно, чтобы вот все это общество пропитывалось этим. Вот. Но я могу еще одно сказать. Для меня Тукай – это мое детство. Я выросла среди… Бабушки мои были то поколение, которое… Вот, бабушки 905 года рождения. Они Тукай читали, они его как бы любили. Вот. А когда я там, допустим, падала, ушибалась, мне мама все время говорила, ущемлен году минувшим, что ж ты в нынешнем орешь? То есть вот это уже случилось, это прошло, надо собраться, надо как бы двигаться, надо жить. Поэтому вот большое спасибо. Я надеюсь, что как бы дети к этому празднику присоединятся. Спасибо. Есть еще кто-то? Можно, да? Можно? Пожалуйста, Я очень коротко. Я хочу обратиться к писателю. Представьтесь, Ребят, пожалуйста, это я- родственница великого нашего татарского композитора Салиха Сайдашева. Вы знаете, Франсуа Ру, вам говорит это имя, да? Востоковед, француз, да? Я недавно приобрела Жизель Тамерлан, посвященную Тамерлану, замечательная книга, да? И еще недавно приобрела еще в Москве же о Чингисхане, этого же автора. Вы знаете, смотрите эти книги, они изумительно написаны. Вот, и, конечно, для меня это замечательный вот сюрприз, я буду искать эту книгу вашу, да? И потом я еще, знаете, что хотела дополнить? Ну, я вам говорила, вы, наверное, призабыли. Мы с вами на эту тему говорили сегодня. Ведь оказывается, и для меня тоже это была не то, что новость, а Фатхи Бурнаш. Вам тоже известно это имя, да? Фатхи Бурнаш. Репрессированный, наш драматург, наш журналист известный. Фатхи Ислам Бурнашев. Так вот, он перевел Юлдос Бурнашева, ее племянница, Юлдос Вафовна. Я живу в Казани, я с ней вижусь. Вот, и вы знаете, и он перевел на русский язык с арабского языка. Он ведь на арабском у нас Тукай писал, Габдулла Тукай, да? Вот, и он перевел на русский язык и выпустил эту книгу в 1926 году впервые в России. Вот у нас в России, да? Вот, и издательство называется «Гумеш». Вот, такое интересное издательство в Казани. Вот, и написал изумительное предисловие.
о Габдулле Тукае. Ну, в Ленинской библиотеке вот сейчас в данный момент ищут эту книгу, да? Но дело в том, что, в общем, обложка у Юлдус Вафны осталась только обложка. Кто-то зачитал эту книгу. Вот. Вот такая информация интересная, да, на русский язык. Так что вот с 26-го года. Там не арабский, латиница у нас появилась в 29-м. Это вы имеете в виду арабский шрифт? Арабский шрифт, извините. Шрифт, я это оговорилась, да. Да, вы меня поняли, да. Спасибо. Спасибо. Ну, в заключение... Вы хотите? Вот меня попросили объявить, будет 22 января вечер, посвященный Равилю Файзуллину, поэту из Татарстана. Поэтому я вместе тоже участвую в подготовке этого вечера. Я всем обязательно приглашение вручу, ну, до 22 января еще далековато, но во всяком случае. А в заключении, вот мне Людмила Васильевна подарила свою книгу «Планета Сталинград». Я не могу ей подарить книгу со своими стихами, но я ей подарю персидская любовная лирика. Здесь которые портреты. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, я счастлива. Спасибо. На этом наш вечер закончен. Спасибо за то, что вы все пришли. Я понял, что все истинные любители поэзии здесь сегодня, а неистинные, они пошли за мясом, которое сегодня выдают там. До новых встреч! Yanra gütte